Тем временем жители Коми откликнулись на призыв Вячеслава Гайзера принять участие в доработке планов развития республики. В Сыктывкаре свое мнение высказали представители образования и социальной сферы. И те, и другие одним из главных назвали жилищный вопрос. Максим Васильев знает почему. После выполнения майских указов президента учителя Коми больше не сетуют на зарплату. Есть только один нюанс. Довольствие техперсонала повышение обошло стороной. Пока. Так говорили представители образования, обсуждая доклад Вячеслава Гайзера. Школам необходим капитальный ремонт, а кое-где его не было уже лет 30. Год здорового образа жизни в Коми необходимо поддержать ростом спортивных секций. Еще одну губернаторскую инициативу – модернизацию общего образования и предоставление жилья молодым специалистам – учителя восприняли единодушно. Меня очень порадовал тот момент, что в докладе говорится, что правительство Республики Коми уделяет огромное внимание жилищному вопросу. И это действительно так. Я знаю, что в нашей отрасли есть специалисты, которые благодаря тем программам, которые реализуются у нас в республике, получили жилье. Отлично, прекрасно. Я обращаю на это внимание. Мы же учителя, да? Нам так вот легче. Но при этом мне очень хочется сказать и задать вопрос. Но когда же у нас, в нашем родном, нашем красивом Сыктывкаре появится дом специалиста? Об улучшении жилищных условий говорили и работники социальной защиты. Каждый четвертый из них сегодня живет в арендуемой квартире. Кроме того, семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в Коми еще предостаточно. Возможно, стоит пересмотреть профильные программы для молодых семей в части упрощения утомительного сбора необходимых документов. Есть идеи у соцработников и по расширению возможностей материнского капитала. Чтобы молодые мамы, которые на сегодняшний день воспитывают и не имеют образования, они могли, соответственно, вот свой капитал направить на то, чтобы получить образование, высшее образование или по заочной форме обучения, или по очной форме обучения. Здесь уже можно рассмотреть. Соцработники также предложили внести изменения в ряд законов и нормативных актов, например, уравнять льготы инвалидов и ветеранов труда. Ну и, наконец, хорошая новость для пап. Специально для них соцработники предлагают обвести красным один из летних дней. Мол, после официального утверждения так называемого Дня Отца главы семейства не будут больше чувствовать себя обделенными. Максим Васильев, Павел Фетисов, телеканал Юрган, Сыктывкар.